значит, по которому мы все собрались, презентация книг, вышедшие в год Нансена в Норвегии. Все, наверное, присутствующие знают, что в октябре прошли дни Нансена в Москве, но это некая такая эстафета в Удмуртии. Почему мы это делаем, значит, кто был инициатором, мы сегодня все с вами узнаем. Почему вновь возник интерес не только в России, но и в Норвегии к Нансену? Дело в том, что существует два вопроса. Ну, все знают, наверное, уже, что география становится одной из главных наук, как в свое время языкознание для нашей страны. Вот. Географическое общество начинает подвергаться глубокой модернизации, скажем так, и личными модернизаторами стали Шойгу и Владимир Владимирович Путин в этом географическом обществе, которое ожидало их, видимо, с 1843 года. Вот. Но как бы то ни было, вопрос освоения полярных территорий и, соответственно, государственной идентичности вновь встал. Эта тема актуальна, этим надо заниматься, и хотим мы того или не хотим, хотим мы того или не хотим. Эти личности исторические, Нансен, Амундсен и их круг окружающий, могут послужить, так сказать, отправной точкой для новых исследований. Дело в том, что в нашей стране Нансен это была великая фигура, сравнимая по масштабу с Горьким, с Толстым. Он был весь белый и пушистый, но, как выяснилось, он висел в воздухе. То есть фигура остается белой и пушистой до тех пор, пока мы не видим контекст, в который он вписан. И поэтому норвежское посольство предприняло такой достаточно масштабный проект и привлекло как своих специалистов. Плюс в оборот было введено значительное количество дневников Нансена, которые до этого и Амундсена не открывались, не публиковались, они были вброшены в оборот. И получилась очень сложная картина. При этом стало ясно, что вокруг каждого из этих людей, и Нансена, и Амундсена, которые стояли как монументы в гордом одиночестве вокруг полярной льды, оказывается, огромное историческое полотно вокруг них существует. И более того, становится ясно, что существует, скажем, некий, мы можем несколько изменить наш взгляд на взаимоотношения нашей страны, и в частности большевистского режима, который сформировал нашу нынешнюю модель государственности, и, казалось бы, непримиримых врагов в лице Англии, США, Германии. Дело в том, что для меня самого было открытием, когда я ознакомился с текстами, изложенными в этих книгах, что и Нансен, и его круг выполнял функцию некой теневой дипломатической структуры. Мы всегда видели только светлую гуманитарную сторону помощи Нансена нашей стране, но оказалась у нее и изнаночная сторона. В городе Москве в этом году на 3 площадках проходила конференция «Нансен. Миф и человек». И в рамках этих конференций как раз нам попытались рассказать вот эту новую концепцию, которая формируется исследователями России и Норвегии, которая позволяет пересмотреть отношение к этим людям, во-первых, и отношение к их роли в становлении нашей российской государственности. Книги изданы при финансовой поддержке Королевства Норвегии, и это только начало, потому что сейчас готовится перевод на русский язык еще огромного количества подобных источников. Литература эта, безусловно, носит оттенок беллетристичности, скажем так. Все прекрасно понимают, что доверять мемуарам можно ограниченно, потому что это субъективная точка зрения. Йонас и Лиза. Точно так же мы должны достаточно осторожно относиться к высказываниям и суждениям самого Нансена в очередном переводе его книги «Через Сибирь». Что характерно, ранее в русских библиотеках вот эта его книга «Через Сибирь» существовала под названием «Страна будущего». Вот. Сейчас в очередном переводе точно того же текста Нансена слова «Страна будущего» исчезли. И только осталось сухое название «Через Сибирь». Более того, при сравнении данного текста, который приводится здесь, переводчик Наталья Буду, да, и вот этого текста, оказывается, существует значительное текстуальное расхождение, исследовать которое просто интересно. То есть, каким образом перевод одного и того же текста, сделанный в разных исторических периодах, может по-разному освещать одно и то же событие. Вторая не менее интересная книга Натальи Будур «Нансен. Человек и миф». Этот текст, он как бы в значительной степени повторяет книгу дочери Нансена, Лив Хейер Нансен, книга об отце, но
дополнен взаимоотношениями господина Нансена и женщин, которые его окружали, которые, оказывается, играли в его жизни огромную роль, что его однозначно характеризует. Или последняя жена Нансена, она была женой его соседа. Вот. Сосед, художник Нюнт, имел неосторожность поселиться рядом с виллой Нансена, все это закончилось распадом семьи, и жена переходит к Нансену. Вот. И в частности, становятся ясны некоторые психологические моменты, почему Нансен, он был человек, подверженный, скажем так, глубоким депрессиям, вот, что его заставило резко изменить свою деятельность. То есть если до 13 года, до похода в Сибирь, Нансен был убежденный норвежский националист и сторонник идеи полярной гегемонии Норвегии, вот, то вдруг после 14 года он становится убежденным гуманистом и, собственно говоря, сворачивает свои полярные исследования. Что заставило? И как раз Наталья Будур позволяет нам заглянуть за кулису, что еще и интересно, очень было любопытно проследить круг Нансена. Это была достаточно ограниченная герметичная группа людей, которая корнями уходила еще ко временам Норденшельда. Но в частности, когда Нансен плывет на корабле, и первая фраза: «Я не знаю, как я оказался на корабле, почему я плыву в Сибирь, что это за люди меня окружают», говорит сам Нансен, находящийся в глубокой депрессии. Выясняется, что все эти люди так или иначе являлись либо учениками, либо последователями идей шведа Норденшельда, который, кстати говоря, был в свое время подданным Российской империи и достаточно скептично относился к российскому империализму. Человек должен был себя найти, должен был себя определить, с кем он. Или он все-таки своим авторитетом, колоссальным авторитетом, надо сказать, помогает решать миром, гуманистическим образом эти вопросы, или все-таки, ну как говорят, подбрасывает дрова в топку. И Нансен, конечно, нашел себя. Нашел, может быть, с большим трудом. Не может просто нормальный средний человек идти через Гренландию. Не может, не должен. Не может сесть в этот кораблик деревянный и плыть черт знает куда, вот на верную смерть. По нашим масштабам это же было корыто из дерева. Радиосвязи нет, ледоколов нет, авиации нет. Куда его понесло? Да, когда вот уплывали подобного рода исследователи, тот же Георгий Седов, тот же вот все исследователи, уходящие на север, просто крестились, молились и ждали, связи-то не было. Вот поэтому психически здоровому человеку, нормальному, в таком обыденном понимании слова, это просто не пойдет. Я считаю, что вот с этой стороны понять вот этих полярных исследователей, которым ну никак не сиделось дома у теплого камина в Норвегии, где-то на берегу фьорда, и у них снега-то хватало, и несло не знаю куда, ну это вот сегодня надо об этом говорить. И лично мне близко, например, что я с удивлением даже узнал о том, что, ну, конечно, внес вклад и в антропологию, в этнографию, в географию, и то, что он великий географ и зоолог, и дипломат в том числе, и учитывая, опять же, вот ту специфику, то, что он работал и решал проблемы беженцев, конечно, снискал ему славу, потому что он, не будучи карьерным дипломатом, тем не менее, он очень много сделал для того, чтобы Норвегия обрела какое-то место на политической карте мира. Здесь, конечно, может быть, что в какой-то степени это и националистические какие-то идеи, но в то же время это действительно огромный вклад в идентичность всего норвежского народа. И он с такой в то же время вошел в историю своей страны как и великий гуманист, в том числе, и сколько он сделал для людей, и вот эта его идея нансенских паспортов, она, конечно, сделала очень много для того, чтобы вот эта гуманистическая идея и проблемы, и решение проблем беженцев, они утвердились и в современном мире, потому что не надо забывать, вот по большому счету, и в то время ведь только складывалась какая-то система международных отношений, только были первые какие-то попытки найти подходы, как нужно решать какие-то мировые проблемы. А получается так, что Нансен, по большому счету, он предвидел то, что эти проблемы возникнут, и то, что после Второй мировой войны сложилась какая-то новая система политического мирового порядка, то, что сформировалось и в какое-то время сейчас
достаточно устойчивая система международного права. То есть, по крайней мере, вот эти проблемы Северного пути и северных ресурсов, они могут решаться, уже исходя, по крайней мере, из того, что сегодня наработано, и то, начало чего, может быть, в свое время положил Нансен.